Здравствуйте, Бауыржан. Добрый день. Как вам сегодняшняя конференция? Очень нравится. Позитив. Атмосфера классная. Бауыржан, расскажите, пожалуйста, как изменится ситуация на общественном транспорте после внедрения всех новых информационных систем, проектами, которыми вы сейчас занимаетесь? Я думаю, в общественном транспорте ситуация изменится кардинально, потому что все проекты, они очень важные, они дают большой позитив. То есть, если мы скажем про расписание движения, то людям станет комфортнее ездить. Если мы скажем про маршрутную сеть, то мы планируем охватить те районы, где сейчас, например, транспорт не ездит. И, соответственно, с новыми проектами, с выставкой Экспо, мы планируем, что общественный транспорт будет влиять главную роль. И, соответственно, ожидаем большой позитив. Бауыржан, вот эти интервью мы записываем для пользователей интернета, соцсетей. И среди пользователей очень частенько проскальзывают нарекания о том, что приходится долго ждать автобусы, нарушается расписание. Что делается в направлении того, чтобы автобусы приходили вовремя по расписанию? Ну, во-первых, есть несколько внешних факторов, которые влияют на точность расписания движения. Это, соответственно, заторы, это дефицит подвижного состава и неразвитая инфраструктура, то есть те районы, где дорога не соответствует. Но над всеми этими, по всем этим направлениям мы работаем, ведется планомерная работа. Кроме этого, сейчас внедряется новый программный продукт, то есть он уже внедрен, М-Трам, который позволяет более точно рассчитывать математическим способом расписание движения, что позволяет автобусам, автопаркам, водителям, то есть легче при помощи этой системы следовать по маршруту и по расписанию движения. Ну, мы видим, в городе началась установка инфотабло. Это тоже часть проекта, да? Да, это часть проекта, устанавливается инфотабло, то есть пассажир, находясь на остановке, может увидеть, через сколько тот или иной автобус, маршрутно-транспортное средство подъедет на эту остановку. То есть это уже комфорт, удобство. Что еще делается для улучшения пассажирских перевозок? Для улучшения в целом, если, конечно, сказать, мы работаем разнопланово, то есть обширно, пытаемся обхватить все сферы деятельности пассажирского транспорта для улучшения качества. Мы внедряем новую систему диспетчеризации, которая позволит более точно управлять движением. У нас будет обратная связь с водителем, то есть в какие-то моменты мы будем выходить на водителя и говорить, регулировать движение. Кроме этого, внедряются новые системы информирования, такие как контакт-центр. То есть пассажир, если у него есть какие-то предложения, он может позвонить и сказать об этом. Если даже есть какие-то жалобы и обращения, тоже может сказать об этом. Также мы развиваем приложение Астробас, всем известно, что оно уже работает. Это тоже, я считаю, что для пассажиров очень удобный сервис, в котором можно отследить маршрут, узнать расписание движения, также сформировать свой маршрут, то есть маршрутизатор, как проехать от точки А до точки Б. Сегодня первый день конференции, и я видела, что достаточно была активная беседа именно в вопросах и ответах. Вообще, эта конференция, что вам даст? Что вы ожидаете получить от сегодняшней конференции UITP? Мы ожидаем, мы доложились о своих проектах, о нашей работе. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы делаем, чтобы они понимали, куда мы вообще идем, как наш вектор движется. Кроме этого, мы хотим же, конечно, через эти вопросы и ответы услышать обратную связь, то есть получить эту обратную связь и понять, как народ воспринимает, как население воспринимает нашу политику, которую мы продвигаем, и в итоге в правильном ли мы направлении движемся. Ну, то есть это некая такая большая обратная связь, да? Да. То есть такие конференции, они очень полезны. То есть мы послушаем других людей, приходят мажилисы парламента, депутаты мажилиса парламента, участники ассоциаций, они высказывают свое мнение. Вот, например, сегодня было очень хорошее высказывание насчет того, что необходимо больше работать с населением. Сейчас мы проводим такую работу, мы выезжаем на места, встречаемся с людьми, разъясняем им на месте, потому что когда мы отправляем письмо, не всегда этот человек может понять, и мы не всегда можем донести всю суть, что мы хотим сказать. А когда уже выезжаешь в пункт,
смотришь конкретно проблему и уже действительно охота ее решить все возможными способами. Спасибо большое. Желаю вам успехов. И завтра, по-моему, самый такой серьезный день. Завтра будет генеральная сессия. Желаю вам удачи. Ну и ждем, конечно, результатов вашей работы. Вам спасибо. Спасибо.